Десятки отремонтированных дорог, приведенные в соответствие с необходимым нормативом. Минавтодор республики в очередной раз показал, что наши работники умеют и могут строить дороги, а теперь и мосты. Всего за 2023 год приведены в нормативное состояние 95 километров дорог. Сооружено более 144 погонных метров переправ. Сотрудники Минавтодора выполнили все возложенные на них обязательства. Реконструкции мостового перехода через реку Сунжа и Кажево 96 метров. Капитальный ремонт Кавказ-Карабулак, средний Ачулки-Гаирбек-Юрт, 2 этапа, 17 километров. Ремонт улицы Горчханова-Магаз, капремонт Центральная Назрань, ремонт улицы Картоева-Назрань, ремонт Восточная Назрань улица, капремонт улица Сулейменова, город Назрань, ремонт автодороги Зязика-Юрт-Вознесеновская, Моздок. В рамках федеральной программы содействия в 2023 году провели реконструкцию 8 километров дороги Сурхахи-Яндри, а в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано 4 объекта, общей протяженностью 26 километров. Среди них подъезд к птицекомплексу «Южный», дорога к Юг-Агро, подъезд к КФХ Часыгов и к детскому саду в Вежери-Юрте. От имени председателя правительства и курирующего зампреда Тимура Чеватахова я от их имени выражаю вам большую благодарность за огромную проведенную работу в текущем году, как и в прошлом году, исполнение всех запланированных мероприятий со 100% исполнением, причем практически все они были выполнены досрочно. Поэтому еще раз большая благодарность за выполненную работу. В рамках региональной программы развития автомобильных дорог Ингушетии реализовано 5 объектов. Отремонтировано 10 километров дороги Алхасты-Галашки, более 6 километров Новый Редант Нижние Ачулуки, улица Калиматова в Сунже, а также 2 переходящих на 24 год по 1 километру Средние Ачулуки-Плиева, Али-Юрт-Сурхахи. То, что у нас вот эти дороги, они строятся такими ударными темпами, и не просто ударными темпами, качественно они строятся. И это, во-первых, отмечается и на федеральном уровне. Единственное, я хотел, попросить, такое ощущение, что у нас не всегда лежачие полицейские, они согласованы с вот этими нормами, с властями и так далее. Такое впечатление, что граждане сами, перед своей, либо перед своими воротами, либо у них там какой-то магазинчик там берут и сами вот эти лежачего полицейского кладут. И не всегда он не соответствует, во-первых, нормам, во-вторых, он не согласован. Поэтому кто должен вот на эти вещи? Наверное, это муниципалитеты должны обращать на это внимание и вот эти вот вещи пресекать. Уже 3 года Ингушетия в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». 23-й также не стал исключением. Республика досрочно и первой в России выполнила все запланированные работы. В норму привели 10 объектов дорожной инфраструктуры и 2 моста. Во всех тех проектах, где участвует Минавтодор, там у нас никогда не было просадок. Здесь нарушений показателей не было, ни сроков, ни других каких-то там вещей, которые могли бы негативно сказаться на деятельности самого министерства и на показателях по республике. Говоря о завершении первой пятилетки реализации национальных проектов, хочу сказать, что Минавтодор реализовал такие крупные мероприятия, как более 45 объектов, это около 200 километров автомобильных дорог приведено в соответствии с нормами и требованиями. Помимо своего проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Минавтодор обеспечил достижение показателей и по смежным программам. Комплексное развитие сельских территорий, потом эта программа по содействию развитию автомобильных дорог. И здесь по этим программам и по нацпроекту Минавтодор приложил, и коллектив Министерства автомобильных дорог приложил все усилия, чтобы здесь никаких нарушений не было. И все было завершено в установленные сроки. Масштабные работы по ремонту дорог планируют продолжить и в этом году. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» заложена реконструкция 2 мостов, 2 региональных дорог и 11 улиц в Магасе и Назрани. А в рамках программ «Комплексное развитие сельских территорий» и развитие автомобильных дорог республики отремонтируют по 3 региональных дорожных полотна. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Магаз 24.